те, кто начинает, да, новичкам, мы, конечно, рекомендуем начинать с клеточное питание. Это день и ночь, да, с базовых. И, конечно, с чистки, да, это неонолин, омега плюс и батончики. Да, у нас есть президентские пакеты, да, разные пакеты есть в нашем интернет-магазине. И выбирайте свой продукт, да, но обязательно день и ночь. Это клеточное питание, который мы кушаем утром, день, да, выпиваем, и перед сном кушаем ночью. Это у нас суспензии, стики. Вот. Так, еще что могу добавить? А мясо будет? Да, мясо скоро будет. Расскажи про мясо. Ага. Мы в Иркутске, да, в начале декабря были в Иркутске, да. Вообще 2024 год прошел очень насыщенно, да. Мы были в Самаре несколько раз, в Иркутске были в декабре, и там Андрей Артурович на сцене сам приготовил это мясо из дигидроглицидина. Оно обычное мясо, да, ну, котлета из фарша, да, вообще вот, запах, вкус тот же самый, то, что мы кушаем, например, то, что я кушаю. Ага. Вообще, вот, и мы на сцене стояли, да, вот, позвал Андрей Артурович и всем дал вот попробовать. Это что-то невероятное. Набухает, да, вот порошок из дигидроглицидина, там из растительных смесей, и потом делает мясо, вот, ну, котлету делает. Это вообще что-то невероятное. А здесь будет? Да, конечно, в скором времени он, ну, надеюсь, на день рождения в Самаре он что-то, наверное, какой-нибудь сюрприз сделал. Ага, в Самаре будет 1 год, 51 января. И он такой человек, делает всегда сюрпризы, да, что-то дарит. И после этого к нам приходил еще Николай Турышев, да, знаете, наверное, да? Николай Турышев провел нам 2 дня тренинга таких живых, классных, да, очень много людей было, наших партнеров из Якутии. И, ага, да, там видеоролик есть. Вот, ну, смотрите, да, вот он показывает. Полный зал. Кто был? Поднимите, пожалуйста. Большая половина. Ага. И вот 2 дня прошли так очень так энергично, позитивно, да. Он постарался нам, как сказать, довести, да, вот информацию о нашей академии, о нашем клеточном питании, да, и, конечно, о наших продукциях. Очень много у нас результатов, да, по Якутии выходили, рассказывали, да, и вообще наши якутяне очень полюбили. И благодаря вот именно дигидропептидину, да, который входит в состав, у нас очень много результатов. Вот. Закончу, да? Так, благодарим Салтану. Видите, сколько людей интересуется нашим проектом. Сейчас идет становление нашей компании, и вы те счастливчики, которые вот только начинаем, да? Начинаем стартовать, как говорится, начинать. Просто вот этот шанс не упускайте. Хватайтесь, как последняя соломинка спасения жизни вашей, можно сказать. Я именно так как бы себя ощущала, когда я начинала. Да? И вот Сардана
начала рассказывать про будущее нашей компании, да, и то, что Андрей Артурович, то, что говорит, он всегда внедряет, рано или поздно. Вот мясо будет, растительный белок, курица, рыба, фантастика, зубная паста, ну, уже там держали, да, это средство для мытья будет, все это будет все на натуральной основе, и все из растительного сырья, потому что сам Андрей Артурович, как говорится, ну, в хорошем смысле слова, помешан на натуральности, потому что он сам с детства астматик. Вот. А сейчас он не инвалид, сейчас полноценный здоровый мужик. Вот, и будет даже своя авиакомпания, будет свой электронный банк, ну, это в планах, да, будет средство для топлива, которое экономит, образно говоря, лечит автомобиль, технику любую. И представляете, вот какой товарооборот будет. Инвестиции. Наши ниши самые актуальные бизнесы вообще во всем мире. Вот здесь каждый человек там едит, каждый человек там хочет быть здоровым, у каждого человека есть дом, есть дети, родственники и так далее, нужны лекарства. Наша ниша самая-самая актуальная. И что Андрей Артурович сейчас строит заводы. Это завод в Самаре, завод в Иркутске и завод идет от проектирования завода в Казахстане. В Казахстане, Астана. Ага. Вот. Когда мы начинали, таких не было. А сейчас вот все делается, все вот модернизирует, развиваемся. И что отрадно, да, Андрей Артурович всегда говорит, что у нас нет кредита. Мы делаем все, строим все это без кредита. Представляете, какой масштаб? Какой масштаб у человека мышления? Вот, действий, труда. Вот я 7-й год в академии, и он всегда 24/7 как бы трудится, не останавливается. Вообще человек уникальный. Просто надо быть с ним, стараться быть с ним. Строить с ним отношения через онлайн. Вот. И быть в окружении миллиардеров, миллионеров. Вот где такой шанс быть нам в окружении таких людей? И надо вот стараться быть в таких на живых встречах. Скоро у нас в Самаре день рождения компании. Вы будете гостями дня рождения такой масштабной компании. 1 год. Биржа Самара. Самара это 31 января, 1-2 февраля. Вот примите решение, приоритет. Как бы сделайте для себя подвиг, купите билет и съездите туда. Вы уже купили, да? Нет, я хочу спросить о продукциях. Они расскажете? О продукциях есть лекции, о продукциях каждый день рассказывают в академии, а у вас конкретный вопрос? У меня конкретный вопрос по химии, восстанавливания. И вообще вопрос именно, вот, был кто гепатит, там, вчера был вопрос хроничный нерв какой-то, да, по всем диагнозам есть результат, по всем диагнозам они должны помочь, потому что мы все состоим из чего? Из клеток. Если наши клетки здоровые, а это клеточное питание именно для клетки, если клетка наша здорова, то организм начинает восстанавливаться, самовосстанавливаться. И по вашему вопросу есть очень много результатов. Даже у нас есть результат по онкологии 4-й стадии. Это рак крови, это наша гордость, как говорит институт. У нас в республике, в Татинском районе, есть такой человек, который победил рак крови. У нас только вот 1 человек или много? Много. Вы знаете, люди какие? Люди же это
Вот человек сидит. Давайте выйдите. Давайте выйдите, расскажите. Нет, я первый раз, поэтому хотела бы встретиться, если есть доктора ваши, доктор онкологии. Так она вам очень хороший скажет, объяснит. По онкологии у нас очень много результатов. Очень много результатов. Просто есть результаты, которые вот, пробивают, да, гнить. Мы не говорим, что мы 100% побеждаем. Это неправда. А просто у человека, который получает химиотерапию, такой аппетита нету, да, очень хорошо поддерживает наш продукт. У человека да, аппетит появляется, настроение, в туалет ходит нормально, улучшает слабость, рвота. Качество жизни улучшается. По онкологии есть рекомендации нашего Айлы Мустафаевой, нашего врача, консультанта. Пожалуйста. Она рекомендует вот прямо каждый час или через 2 часа есть наши продукты. Она говорит, что каждый час должен быть поступление дигидрокортикина в организм. А у нас во всех продуктах есть дигидрокортикин. Вот, очень хороший результат есть в Беларуси по онкологии легких. Ирина Йоська. У меня вот, да, тоже в семье есть результат. Поэтому я знаю, о чем говорю. Вот. Желательно день и ночь это вообще как трусы и майка во всех. Каждый день. День и ночь. Каждый день. Даже люди получают именно вот только от этих продуктов. День и ночь. Потому что день и ночь это наши базовые продукты. Там есть около 60 компонентов. Представляете? Поэтому если человек кушает вот эти наши базовые продукты, то будет однозначно все равно результат будет. Но это будет дело как бы веры, времени тоже. И каждый человек, он индивидуален. Мы же не все вот такие роботы одинаковые, да? У кого-то быстро, у кого-то медленно. И надо пить нашу живую воду. Вот, да, H2O. Варвара, пожалуйста, выйдите, пожалуйста, расскажите свой опыт, результат. Да? А сколько она кушает? Сейчас расскажет. У нее вообще уникальная информация по нашему продукту. Давайте послушаем наших гостей. Да можно на месте, пусть говорит. Да, нет, это вышка, давай, выйдите. Микрофон немножко вот так. Здравствуйте. С праздниками вас всех. Зовут меня Варвара Солодова. Мне очень много лет. Ну вот, значит, хочу рассказать быстренько о своем результате. Я пришла в компанию по здоровью. Просто чисто случайно я пришла, потому что меня судьба заставила, как говорится, припёрла к стене. Я не знала, что делать. У меня очень тяжело был болен сын. С декабря месяца 23 года он у меня по скорой поступил, и то по блату, как говорится, в отделении терапии. Потом он там долго лечился по протоколам. Потом его перевели в гастроэнтерологию. Тоже очень долго лечился, но определенно не могли поставить ему диагноз. Ну и до сих пор под большим вопросом. Но я решила, думаю, ну куда деваться? Я его уже забирала с больницы в лежачем состоянии. В тяжелом очень состоянии. Он не кушал. Он не... Ну, в общем, был тяжелый. Я сказала, что я забираю его домой. Пускай что будет, то будет дома. И тут я как-то чисто случайно, видимо, все-таки Бог есть. Я верующий человек. Бог есть, и Он меня просто привел в эту компанию.
показал человека, значит, я вынуждена была обратиться к своим бывшим профессорам, сотрудникам в Питер. И они мне указали, сказали, что ты что, говорит, там это, прекращай это все лечение и давай переходи вот на это клеточное питание. И я так и сделала, потому что выхода не было никакого. Обратилась в 24 году, в сентябре месяце, к моему вышестоящему спонсору, Марфе Сергеевне. Она доктор, здесь рядом сидит. Вот она мне определила назначение, ну, назначила, что мне принимать. Я сразу же, как тонущий за соломинку, ухватилась и быстренько поехала, начала сына кормить. 3 дня я его прокормила, а потом думаю, ну что же так, я ему-то даю. Наверное, надо на себе вначале испытать это все. Я, короче говоря, испытала это все на себе. 3 дня тоже поела, и у меня откуда-то взялись такие силы, что я спохватилась, вижу, у меня лежат мешки, все запущено, на даче живу. Мешки лежат пустые, схватила я эти мешки, села в машину и уехала в Хатасы набирать перегной. Набрала перегной, загрузила все это, привезла домой, разгрузила. Думаю, господи, откуда же у меня такие силы-то взялись? Я даже сама себя не узнаю. А потом мне хочется что-то делать. Вот ребята столько энергии добавляют. Я только начала принимать день и ночь. День. Вот они столько энергии дают, что даже не знаешь, как, откуда что берется. Потом я ночь стала употреблять. Ночь употребила, и представляете, я же никогда не сплю как надо. Я сижу возле сына в кресле и дремлю там, и без конца просыпаешься. А тут я выпила, и вот открываю глаза, смотрю время, 7 часов утра. Боже мой, я прямо даже не знала, куда деваться. Испугалась, но и сразу подскочила к сыну, значит, а он говорит, мам, ты так хорошо спала, что я тебя не хотел будить. Вы знаете, эти его слова, что он заговорил даже, то он обычно не разговаривал, у него тихий голос такой. А тут он даже заговорил. Ну и все, и пошло, и понеслось. Короче говоря, стала я кушать, сына кормить, мужа кормить. А тут, как назло, я же в сентябре месяце пришла к вам. И тут, значит, мужа вызывают на эндопротезирование ноги. Господи, думаю, ну что ж такое-то? Ну, короче, начала с ним тоже ездить по анализам по всем. 10 дней проходит, у нас анализы пропадают, 10 дней проходит, пропадают. И я стала, говорю, ну все, ну тут уже прошли мы все анализы, и мы поехали уже на поступление в стационар. Приезжаем, а там доктор говорит, женщина выходит, доктор, моя старая знакомая, и говорит, вы знаете, мне не понравились ваши анализы по моче. У меня было такое состояние, представляете, я полгода хожу с этими анализами, и тут вдруг мне уже на последнем, уже мы с сумками пришли, мне говорят, идите отсюда, типа, да? Я разворачиваюсь и говорю, все, пошли отсюда. Муж говорит, да я же хожу теперь, хорошо? Какие могут быть протезирования? Не пойду я, это опять, господи, всякие обезболивающие, ну и, конечно, эти костыли. Сейчас мы забросили эти костыли, если кому надо, обращайтесь. У меня они есть. Все, теперь муж ходит нормально, сын у меня возит меня на машине, теперь я сама за рулем не езжу, благодаря вот этой продукции. Так что даже не думайте, не это самое, кушайте все подряд. Я сейчас, у меня вся линейка есть. Мы все кушаем, все. Я похудела была 84, потом стала 82, а сейчас я вешаю 67. Мне 75 лет. Короче, я, значит, раздумывала, ехать мне, не ехать, значит. Ну, все-таки, думаю, надо послушать, это же так прекрасно. Что за человек придумал такую красоту? Ну вот, думаю, ну надо же хоть посмотреть вживую. И я поехала. Конечно,
Мы приехали, значит, туда, люди прям как будто бы все 100 лет знакомы, все как родные. Думаю, ну надо же, как здорово-то все. И тут, значит, это тренинг этот. Я просто была в восторге. Я даже не знаю, как на меня люди, наверное, смотрели. Я вот так с открытым ртом сидела, слушала все это. Все эти тренинги. И потом, у меня же был юбилей, представляете? Вот, наверное, кто-то видел эти... Это Иркутск, Да. Да, были. Да. И вот я, это самое, была вообще в шоке. Как во сне, вы знаете, вот во сне. Как будто это не для меня было. На сцене вдруг президент меня поздравляет, там столько народу, 1000 людей, да? Было иностранцев много, и меня поздравляли на сцене. Вы знаете, я в жизни такого не испытывала. Представляете? Еще и деньги подарила мне. Нас было 3 человека. И вот это было вообще классно. И вот я говорю, кто еще не ездил, съездите, посмотрите, и тогда впитайте. И когда я оттуда приехала, я еще, находясь там, мне хотелось бежать. Бежать и всем все рассказывать. Все рассказывать, что происходит у меня в семье, что происходит вообще вот у нас. Вот девочки-красотки, я просто о них даже дома думаю. Представляете? Потому что это люди, которые... С другой планеты. С другой планеты, другого мышления, и они все добрые. Здесь меняется все, понимаете? Здесь не добренькие, а добрые люди, понимаете? Добренькие и добрые – это разные. И потом слышать и слушать – 2 разные вещи. Слышишь одно, потом оно уже это, и потом это надо повторять. И все время надо учиться. Учение, вот правильно сказала, ой, Туяра, что на горбу не таскают. Учение всегда, мать учения должно быть. Мне вот хоть 75 лет, я все равно читаю, учу. Без этого никак. Теперь уже и мои, там кто-то дома читает то же самое. Я хоть читаю, иногда включаю, думаю, пускай послушают. То они были все вот так против, а теперь все наоборот говорят, какая ты у нас мать молодец. И окружение мое говорит, тебе надо при жизни ставить памятник, потому что ты сына подняла, как с того света. Представляете? Этого многого стоит. Но у меня, конечно, голова за год посидела, я стала совсем седая. Но это надо видеть, пережить. Это такое, что когда отправить на тот свет, а потом вырвать. Я сейчас нахожусь в одушевлении, поэтому читаю, пишу, хочу узнать много чего. Но у меня есть очень хороший учитель. Маша Сергеевна, встаньте. Да. Но, значит, как получилось? Я сказала, что я узнала через своих старых знакомых. Я раньше работала в международной компании, и там были профессора. И вот я, значит, обратилась к профессору, она мне говорит, я тебя направлю к одному еще профессору. А он был в Австралии как раз. И буквально через день получаю от него обратную связь. Пишет, отправь мне всю историю болезни. Я тут же буквально отправила все. Он прочитал и говорит, у вас что, врачи, выразился, представляете? Того, говорит, сейчас же прекрати, говорит, эти все протоколы. Ты знаешь, что в этих протоколах? Ну, я откуда знаю? Я же прихожу и спрашиваю. Вы лечите по протоколу, покажите, пожалуйста, что вы делаете, что мы по протоколу, и все. Вот протокол и все. Меня к сыну не пускали. Вообще не пускали. Я прошла все анализы, какие только можно было. И даже последний вот кровь. Все прошла. И уже им деваться некуда. Я говорю, все, я вот так в наглую пошла и говорю, я иду к сыну, ничего не знаю. А когда я пришла в палату, я увидела, в каком он состоянии ужасающем. И какие там люди еще лежат. У меня
по-моему, я не знаю, уже даже мне плохо стало. Я пошла, я говорю, где это врач? Где это врач? Я ее найти не могла. Медсестры все закрывают, вот так, и говорят, ну ладно, ладно, забирайте его, забирайте. Вот забрала я его оттуда. Ну что я должна была сказать? Они не знают, какой у него диагноз. Все прошли мы, все абсолютно. Потом в итоге, уже мы прошли, последний было у нас онкология. За 3 дня сделали ему все те анализы, которые вот год делали. Представляете? В онкологии сделали все анализы и сказали, он не наш больной. Вы зачем его сюда привезли? Представляете? Ну вот, когда я к профессорам обратилась, есть такой профессор по диетологии Дадали. Он мне сказал, говорит, у нас, слушай, говорит, ты там это не занимайся ерундой, там, говорит, есть клеточное питание, у вас, наверное, еще в северах-то есть оно, сохранилось клеточное питание немецкое. Найди его. Я все объехала, все обыскала, нигде нету, и в районах ездила. И нашла здесь, в Заложной аптеке. Ну, стала это давать. А потом он мне через 3 дня звонит и говорит, слушай, я совсем забыл, но он старенький, 86 лет ему. Я, говорит, совсем забыл. Мы же, говорит, были на открытии, у вас же там открытие сделали ученые наши, говорит, сибиряки с Новосибирска, клеточное питание. Найди это клеточное питание. Вы представляете? Оказывается, это клеточное питание, если кто вот якуты знают, что это такое, как оно переводится. Клеточное. Нет. Гидропептиды. Эльбек. Статья нашего ученого. Да, статья. И вот я до сих пор удивляюсь. Я местная, вы знаете, очень давно, лет, наверное, ну, может даже мне 75, это лет, наверное, столько тому назад наши местные якуты делали этот квеститин. Оказывается, моя бабушка, я помню, еще маленькая я была, что они делали. Они дерево спиливали, а корни молодых этих деревьев оставались. И они, значит, эти корни мыли там, обрабатывали, а потом на этой, как называется, толкли на нем, мяли. То есть мяли, а потом подвешивали к потолку на веревке толстые и ставили вот эту посуду. Вот. И она оттуда капала, понемножку капала. Я помню, мы еще бегали маленькие, раз туда залезем пальцем. Это самое. Как интересно. Да. Я уже говорила. Это пробовали, но не очень нравилось. Она как смола вроде. Ну да, как смола. Смола же. А мы же жвачку же жевали. Вот, да, жвачку делали, это наши бабушки делали при нас. Ну, а это вот это капала жидкость. И моя бабушка лечила, там раньше называли туберкулез. Вот она там ложечкой сколько-то капель, какую-то бутылку капала и давала всем. И лечились они. И женщинам, у которых были кровотечения, видимо, и бездетные, вот она им тоже давала, и они потом детей рожали. Вот это дегидрокварцетин. Представляете? И я говорю, почему наши ученые, такой институт работает, почему наши-то не сделали такое открытие? А откуда-то взялась вот эта женщина, я все удивляюсь. Она, наверное, наша, нашинская какая-нибудь. Надо узнать. Раз она открытие такое сделала, правда? Вот. Почему наши-то этим не воспользовались? Ведь столько лесу было. Вот она. У нас. Вот она. У нас это финансов нет. Это средства, чтобы... Ну, вот такое вот. Ну, все, то, что вы хотели. Благодарю. Это просто как эликсир жизни, да. Мы все читаем статью нашего ученого Чамчоева. Да, вот эта статья нам очень помогает. Он написал эту статью.
где-то более 10 лет назад. Еще больше. Даже еще больше, да, потому что наш партнер, Татьяна Кирилловна, она же тоже сверхневелюшская, его встретила и брала интервью у него. Вот по поводу нашего сети нашей. Вот представляете, да, вот какой результат. Я специально вот дала слово Варваре, потому что я знаю, какой у него уникальная, да, информация. Вот профессор Дадали, это же светило нутрициологии по всему миру, знает о нашем клеточном питании. И вы же рассказывали, что начинайте с воды. С воды, да, с воды. Да. Обязательно с воды. Да, он рекомендовал вот Варваре, чтобы она начала вот нашей живой воды. И ребят меня вот обугать. Это живая вода, H2O, растворяется на воде 1,5-2 литра и выпивается вот в течение дня. Это и есть живая вода. Приобретайте у того, кого вас сюда пригласил, кто вас сюда пригласил. Спрашивайте у нее. Информацию нам отправили. Кто отправил, тот ее. Мама отправила, сама отправила. У мамы спросите, откуда достала информацию. Ну, у нас есть в системе этика компании, кто дает информацию, тот это и менеджер должен вам помогать найти эти продукты. Купить? Ну, есть. Сколько одной штуки? Данное время можно приобрести вот такую продукцию? А вас менеджера спросите у своего. Ага, у своего менеджера спросите. Цена, скажем, очень такая, скажем, кто-то говорит дорого. 8900 рублей, 9000 рублей день и ночь стоит, да? Наш самый такой базовый продукт. Когда заказываешь, становишься партнером и заказываешь 8900 рублей. Это цена жизни, что ли? 8900 рублей. Вот. Это на целый месяц. Это на целый месяц. День, ночь. Ну, есть такие пакеты, которые, ну, как бы оптом. Вот это заказывать очень выгодно. Получается там дешевле. Как бы оптом. Две штуки граха. 4700. Ага. Ну, политика вот такая 4700, 3, где-то так. Я вам сразу. Потому что там никогда не заказываете. Если по... Никогда не заказываете. Купить тоже это получается лучше заказывать. И получите, вы в Якутске это. Если есть наличие на складе, то получите даже, люди получают за 2 дня, бывает так, 5 дней, неделя. Вот так. Я уже подумала. Манака, слушай, Манака, там размана. Вот. Еще в Иркутске у нас была, вы, да? Мы же на Байкале, да. Немножко, расскажите про свои впечатления. Вот. Ну, я на компании... Василия, давайте. Здравствуйте, меня зовут София, сама с Украины. Ага. И до нашей компании у меня сильно тряслись руки. Вообще захожу в кафе и смотрю какой-то уголок, чтобы меня люди не видели, и кушаю так, чтобы не позориться. И в Европу не могу попасть, то, что это сильно тряслись. Потом я смотрю в свой телефон, в WhatsApp, там читаю женщина с Хатасах, и я читаю вот именно вот эту компанию. И мне как ёкнуло сюда в душе, что вот это твое. Ну, думаю, все, я так не оставлю.
Я выхожу на мою приятельницу Любу. Я говорю: Люба, я нашла, наверное, свою компанию. Она говорит: назови какую. Я говорю: вот открываю, я не знала, как еще называется. Открываю телефон и говорю: вот это. Она говорит: а я ж тебе сколько раз приглашала. Люба вот сидит. Да, Люба. Ага. Я начала принимать этот самый продукт. Мне намного легче стало. Трясутся, но мелко. Мелко уже. Не так сильно. Я получаю 5 месяцев. И нормально. Помимо этого много чего. Давление ушло. Может, какие-то по мелочам, которые я не знала, тоже ушло. Вообще хорошая продукция. Не сомневайтесь в нее и покупайте, и не думайте долго. На живом тренинге были? Да, в Иркутске была, очень хорошо, очень радостно. Постоянно думаю, как люди хорошо живут, как... И я бы хотела тоже так же, но я, наверное, так же и придет мне жизнь такую, перевернуть все вверх ногами. Молодец. Ага. Молодец, что посетили живой тренинг. Да. Вот я вас видела на живом тренинге. Люба, мы с Любой вот в Алмате жили в квартире. Вот, да. Но есть результат очень много. Вот Рустам тоже, да, всегда вот посещает живые тренинги, тоже молодец. Вот надо быть там. Надо быть там. Просто не упускайте этот шанс. Шанс, большая буква жирная. В Самару пока есть эти самые субсидированные билеты. Я Купила, да? Билет в Самару? Еще нет. Ага. У меня другое. Хотелось бы. Может, я успею. Успевай. Да, постараюсь. Успевай. Вот. И что мы хотели еще? Кто здесь первый раз? Поднимите руку. Первый раз. 1, 2, 4, 5. Первый раз. 5, 6. Мы вам дарим продукт на пробу. Дора, призы в студию, как говорится. Подарки в студию. Ага. Здорово, она там, да? Ага. Попробуйте и вот эту воду не надо пить сейчас, потому что надо там разбавить водой на 1,5-2 литра. Это только дома сделайте, хорошо? Новички. Обязательно надо разводить. Ага, обязательно, потому что это концентрат очень сильный. Вот, подарки есть вот день. Можете вот сейчас прямо, да, попробовать. И легендарный Т-98. Т-98 это токсифолин, 98% очистки. Оказывается, дигидроквертифин есть разные, но в такой степени очистки только у нас. Поэтому вот название такое интересное, Т-98, как там, да? И вот этот продукт, она уникален тем, что все хронические заболевания, в том числе онкология, Т-98. День, ночь, Т-98. Такие самые-самые базовые продукты. Ну, все продукты у нас, скажем, базовые, работают комплексно. Вот. А где подарки? Халя? Ханавали. Аплодисменты. Да? Здесь тоже есть новичок. Ага. Новички, пожалуйста, еще раз руки поднимите. Ага. Да. Давайте, давайте дадим слово нашему лидеру компании. Она медик, да? Ее слово очень ценно. Марфа Сергеевна Холмогорова.
Мы с ней, как говорится, с 1 класса вместе, получается, в академии. И сейчас, вот, когда по онкологии. Всем доброй недели. Просто все смешение утолись, да, когда начали говорить про онкологию. Да, но у меня есть партнер, которая вот рак оставила. И вот хочется сказать, что